И вот в июне я решил, что да, все, пора действовать. Я взял все деньги, которые у меня были до этого момента. То есть я вот сохранял от работы деньги. Все взял, уволился, ушел от работы. Взял все свои деньги, все, что у меня было, до последней копейки. Ушел с работы и отправился в Монголию. То есть в тот момент я взял как бы все свое будущее, все, что у меня было, и 100% вложился вот в эту идею. И хочу напомнить, то есть это никто в истории не завершал и не пробовал. И в тот момент, когда я это решил, да, я еще на лошади не ездил. То есть я придумал, я вот это сделаю, еще этого никто не делал, даже самые опытные наездники, да. Я еще на лошади не ездил. И вложился полностью. То есть если вот обычный человек подумает, у него есть какая-то идея в жизни, там, бизнес свой открыть, да, и они боятся вложиться, потому что, может быть, не получится. Вот, чтобы просто, опять, чтобы люди могли понять, вот, что происходит у меня как бы в голове, когда я вот эти решения принимаю. Отправился в Монголию. Не знаю, может быть, я сейчас принял такое решение, поеду в Монголию, и я вообще не умею на лошадях ездить. Вот что, может быть, так будет, да. Вот это страх, который у любого человека есть. Может быть, сейчас вообще ничего не получится, и я сказал, что я это сделаю, но не получается, там. Вот такие мысли у любого человека будут. Я сказал, нет, я сейчас пойду, я дам 100%, и что будет, то будет. Поехал в Монголию, и 2 недели катался как бы с туристами там в туре. Связи у меня в Монголии не было, никого не знаю, там, я не могу просто так заехать и кому-то поехать жить. По-монголски я не говорю. То есть я понял, хорошо, я поеду в тур, там я познакомлюсь с кочевниками наверняка, которые будут лошади, не будут давать их в тур. И там я могу себе найти связи, чтобы жить с кочевниками. То есть я поехал, научился, как на лошадях ездить, ну практически там главные вещи, как сесть на лошадь, там шагом ходить, рысью, скакать, галопом. Вот, и по окончании этого первого тура, вот первые 2 недели я закончил, и у меня был месяц до того, как я поеду в Сибирь, Республика Саха, вот в Якутск. И что с этим месяцем делать? В городе сидеть не хочу. И мне вот человек, Хал его зовут, он как бы руководил этим туром, он говорит, если хочешь, у меня друг кочевник, ты можешь с ним жить. Говорит, но он по-русски не говорит, он по-английски не говорит, и он там далеко живет. Я говорю, вообще круто, давай, отправляй меня. Он меня посадил на автобус, сказал, здесь 10 часов сиди, выйдешь в таком-то поселке, вот тебе фотография, как он выглядит. Он тебя там встретит. В 9 часов вечера, да. Я такой, ладно, поеду. Поехал, приехал. И вот это вот первый раз в жизни, когда я начал понимать, что кочевники не знают, что такое время. То есть я приехал в 9 часов, встаю и никого нету. А у кочевников телефонов нету. То есть это человек где-то, я не знаю где. И я как бы нахожусь в таком странном месте, я не понимаю, что происходит. Но жду. Если он сказал, он будет, то он будет. Час прошел, там 1,5 часа прошло. И женщина выходит такая, пытается со мной разговаривать. Я ей просто фотографию показываю. Она такая, пойдем со мной, пойдем со мной. А оказывается, это его сестра была. И ну, на 2 часа он опоздал, он в 11 часов приехал. Меня забрал, мы поехали к нему. Там 50 километров от маленького поселка он жил. В этих юртах, то есть это гер по-монголски называется. И там я с ними жил вот 2 недели. То есть там вообще мы только с жестами общались. И как-то получилось. Тоже я вот приехал там. Ну, мне их еда очень нравилась, так что это для меня не проблема была. И просто там я видел, как люди живут, и старался что-то делать, не знаю, там, ну не знаю эту жизнь, я не знаю там, как лошадь пойти поймать, или как там кобылу доить, как айраг, кумыс сделать. Смотрю и не спросишь у них там, как это делается. Просто надо подойти, там что-то стараться, и они тебе покажут. Вот, то есть первый тур я научился, как на лошадях ездить. А вот с кочевниками я уже начал понимать, как лошади думают, как они себя ведут. То есть одна вот важная вещь, которую Зулзага, вот, с кем я жил там, главный кочевник был, он мне объяснил, то, что вот когда вот лошадь хочешь куда-то завести, она от тебя бежит. То есть ты хочешь, чтобы она налево пошла, тебе надо вот так зайти, и она от тебя побежит. Она не побежит на тебя. Если лошади вот так, например, думают, это вот маленький предмет. И там меня тоже люди постоянно проверяют. Кочевники всегда как бы людей проверяют. То есть, например, я утром в 10 встал, и мне дают там, ну не чашка, а миска с водкой. Монголская водка. И даю, я думал, ладно, я чуть-чуть выпью, верну ему как бы для приличия. Глоток выпил, ему даю.
Он такой, нет, ты полностью выпил. Он говорит, ну, он такой, молодец, пойдем со мной. И мы с его юрты пошли в другую, к соседям. Ну, соседи это там километров 10-15 от него. Заходим туда, его друзья меня встречают. И то же самое, миска водки. Я думаю, блин, я только что выпил, я чуть-чуть, глоточек, и те то же самое. Не полностью. И выпил. И мы так весь день. К соседям, у меня знакомые со всеми. Я по-монголски, я там отлично, там водку пью, арек пью и все. И в конце дня уже, да, мы заехали к его другу. Я, конечно, очень пьяный в этот момент. Зула тоже очень пьяный. Его маленький сын с нами. И вот его этот друг знакомый, он чуть-чуть по-русски говорит. Мы сидим опять, пьем водку. И он говорит, борьба. Я знаю это слово. Он говорит, пойдем на улицу. Ну ладно, там, что может быть? Попробуем. Выходим и... Ну я что думал, борьба, это вот ты держишь, да, они вот в Монголии за пояс человек держит друг друга, и ты должен его бросить на пол, да. А оказывается, вот этот человек чуть по-другому. Что меня даже по лесу шлепать, туда-сюда, там за уши дергает. Я не понимаю, что происходит, но думаю, ладно, я там то же самое буду тебе делать. Меня бросил. Я такой, ладно, ничего, встал. Он внес рубашку, там у него футболка такая была, сорвал с меня, да. Я говорю, все. Я его бросил, да. И вся семья такая на улице все смотрят, конечно, там иностранец с как бы отцом этой юрты там, они борются на улице, что происходит, все пьяные еще. И я его бросил. Получилось, не знаю, нечаянно наверняка, ну бросил его, да. Он такой лежит на животу, я думаю, блин, может быть сейчас это опасно было так сделать. Он встает, такой руку мне пожал, а его сын пришел, еще водку нам дал. Поздравляю, ты меня бросил. Потом Халди приехал там через пару дней, я вот ему говорю насчет этого. Оказывается, что этот человек, он в свое время был там чемпион по борьбе, когда был молодой. И ну, со всеми как бы борется, чтобы показать им, я самый сильный. Потому что я его бросил, они начали меня уважать, типа, ой, ничего себе. А Зула, с которым я туда приехал, он начал с ним драться, потому что я его гость. Вот представьте, вы привозите человека в гости, и ваш друг с ним на улице борется. Там рубашку ему сорвал, там уши растянул. Это, конечно, не очень прилично, да. Но я не понимаю, что происходит. Вижу, они дерутся, думаю, может, здесь выпьют и все дерутся, это принято, да. Но они реально дерутся, и сын такой приходит, его садит, говорит, водку еще дает. И они такие выпьют нормально, опять дерутся. Вот, ну начал уже как бы понимать, как кочевники живут, а мне это очень как бы нравилось. И ну, потом полетел в Якутск. То есть через Иркутск я на поезде поехал, и потом в Якутск прилетел. Здесь приехал, а вот у меня друг Женя, который вот эти туры организует в Монголии. Он единственный, который в Сибири делал туры на лошадях. То есть я понял, ага, я сейчас поеду, вот я научился как на лошадях ездить. Я поеду сейчас в Якутск, там узнаю местных коневодов. У них куплю лошадь, сяду на лошадь и поеду. Вот я думал, это настолько просто. Приехал сюда, я познакомился с Дугуйданом. То есть Женя и Дугуйдан, они вот делали туры вот, на республике Саха, в Обниконе, вот, скажем, на UGK, на лошадях. То есть я приехал, думаю, хорошо, сейчас я увижу коневодов. И у меня впечатление от Монголии было, что лошадей там поголовье миллионов, там, по-моему, 70 миллионов у них. Вот здесь лошадей будет много, они будут везде. И я уже знаю, что такое лошади. Ну, фактически по научному стороне я много знаю. Приехал сюда, встретил Дугудана, мы поехали в тур. И я ему рассказал идею. Вот Женя меня с ним познакомил. И я ему говорю идею, говорю, то, что я хочу поехать от Магадана до Лондона на лошадях. И его как бы первая реакция была: ты сумасшедший? Это невозможно. Ну ладно, я на это не реагирую, я думаю, я себе сам делаю, что я знаю, что я могу, я это сделаю. Поехали сюда. И вот с нами был человек с Новой Зеландии, очень опытный тоже наездник, он тоже завершал вот эти long rides, там в Монголии, в Афганистане тоже. И у Дугуйдана, у него отец Семен, у них лошадь была Дохсун, называется мощный, был Дохсун, это по-якутски. И вот Джон сел на эту лошадь, и она начала дрыгаться, она его сбросила. Вот это очень опытный человек, да, который приехал, говорит, я все знаю, у меня 20 лет опыта на лошадях. Сел на лошадь, она его сбросила за секунд 10.
И Дугудан, отец Семен говорит, типа, Никита, залезай. Но потом я поняли, что я с Дугуданом как бы насчет этого говорил, что они увидели то, что я что-то хотел залезть на лошадь. Вот в Монголии мне тоже всегда давали диких всегда. Мне давали вот таких диких лошадей, и у меня, не знаю, как-то там получалось. И Семен до того, как я сел на лошадь, он мне говорит, что она будет дрыгаться, ты ее вот так крепко держи, если она дрыгается, ты на нее как бы кричишь, чтобы она поняла то, что ты ее контролируешь. Вот эти 10 секунд, где мне это объяснил, это самые важные 10 секунд, которые люди пропускают. Потому что обычный человек думает, как я знаю лошадей, здесь ничего другого не будет, а на самом деле каждая порода совсем другая, и они действуют и думают по-другому. То есть вот коневод, который как бы всю жизнь этим занимается, он с тобой делит вот такой важный опыт, и обычный человек на это даже внимания не тратит. Он говорит, не, я знаю, я уже столько лет езжу. Может, с моей стороны это был плюс, что я просто хотел научиться всему. Я вот слушаю. Залез на лошадь, все было нормально. Доехали с Джикея до Агакана, там 43 километра, по-моему. Нормально. Все было нормально. То есть здесь тур завершили. Вернулись обратно, и Дугудан мне говорит, типа, где ты будешь жить? Не знаю, думаю, там, отель, может быть, сниму, там, квартиру найду. Такой, не волнуйся, живи у меня. Хорошо. А потом, я там у него в квартире живу, он в какой-то момент тоже говорит, я сейчас поеду в деревню. Деревня, причем в республике, это с Якутска, Верхний Вильск, сколько там километров? 600. Это 600 километров от Якутска, это как бы деревня считается. И в Лондоне деревня там, не знаю, пару часов уехал, если что, можешь вернуться. А он ехал, говорит, я через 2 недели вернусь, ты здесь живи. И у меня такое впечатление было, типа, я знаю, что кочевники, они очень гостеприимные. Я понял, что люди в республике очень гостеприимные. Но чтобы человек с тобой только что познакомился, и он тебе остается в его квартире, сам по себе, на 2 недели, этого я как бы вообще не ожидал. Это было даже странно, скажем, да. Ну, приятно очень, но странно. Вот, и вот в Англии, да, чтобы ты с человеком познакомился, он тебя пригласил в гости, это уже очень хорошо. Это человек гостеприимный. Чтобы человек тебе сказал, знаешь что, там, переночуй у меня пару дней, или там, поживи у меня недельку, да. Это очень-очень гостеприимный человек, они очень редкие. Чтобы человек тебе сказал, вот ключ, я уезжаю на 2 недели, там, 600 километров, скоро вернусь, ты здесь живи. Этого никогда не будет. Никогда. Но откуда он знает, что я сейчас все с его дома возьму, уеду, он вернется, у него пустая квартира. Но откуда ты знаешь, что этого не будет? Ну, доверие какое-то есть, конечно, но не знаю, я бы лично, да, я бы в Англии человека так домой бы не пустил. То, что просто живи здесь 2 недели, я скоро вернусь, за 600 километров причем. Это у нас 600 километров, это другая страна уже. Я уже в Европе где-то. То есть это не происходит. Еще стоит добавить то, что вот через Long Riders вот, я узнал вот Егор Макаров, который как бы, скажем, единственный человек, который в республике выпускает информацию о якутских лошадей на международном уровне. То есть если искать вот якутская лошадь по интернету, все, что выйдет, это его работа. То есть он там фотографии посылает где-нибудь, да, там книги выпускает про якутских лошадей. Там немного информации, но единственное, что есть, это от него. Вот, то есть вот Егор Макаров, который выпускает как бы какую-то информацию про якутских лошадей, я к нему написал, что у меня такая-то идея, опять он задал кучу вопросов, кто ты, почему ты на это решился. Я приехал, и вот эти люди, вот Long Riders Guild, Егор Макаров, Дугудан, в то время, где вот сейчас вот сентябрь 2019 года, да, когда я сейчас поеду, они начали мне все помогать. Причем очень много помогать. Все, что надо, там вопросы, там то все дадим, все поможем. Вот. И все раздвигается. И у нас происходит пандемия. То есть в марте 2020 года я поехал в Верхоянск найти якутских лошадей. Потому что здесь лошадей много, но коневоды в них так нуждаются, что никто не хочет продавать лошадей. Это ясно здесь. Где машина не пройдет, лошадь пройдет. То есть я поехал в Верхоянск найти якутских лошадей для этой экспедиции. Вернулся. И, ну, за это время, с тех пор, как я познакомился с Дугуданом, до марта, да, у него, походу, произошло, ты сумасшедший, все-таки не сумасшедший, я тебе помогу, и было бы классно тоже сделать. И у меня те же самые мысли произошло, то есть я, типа, я это сам завершу, я способен, да, это не отошло. Но потом я начал понимать, то, что вот я вот возвращаюсь в Англию, да,
И все вот эти моменты, весь этот опыт, который я здесь получил, я не могу с людьми это делиться, они не понимают. То есть я сейчас пойду на эту экспедицию, и у меня будет вот такой уникальный опыт жизни, и никто его не поймет. То есть это очень одиночная как бы вещь. Я думаю, вот одновременно, то есть было бы хорошо с кем-то это поделиться. И оказалось, что вот Дугайдан тоже думал, может быть, это тоже возможно. И у нас начались разговоры, я говорю, что давай, может, со мной поедешь? Он такой, нет, не поеду. Я говорю, ты про это не подумал? Подумай. Ну, понял, что решение быстро принял, значит, он не продумал еще. То есть подумай. Вот. Мне было, вот, как говорю, интересно вот с кем-то это поделить. Было бы намного веселее. Вот такой 2 года все-таки в пути, 15 тысяч километров. Это намного лучше, если там кто-нибудь с тобой есть. И это будет жизненный опыт, который у вас будет как бы вместе. И он думал, и наконец-то принял решение, что он тоже хочет поехать. Вот, и теперь вот, сейчас у нас декабрь 2020 года. Пандемия нас чуть-чуть замедлила, к сожалению, но весь мир ее как бы почувствовал. Но дальше мы продвигаемся. То есть сейчас мы вот находимся в Ючугее. У нас сейчас как быстренькая зимняя подготовка. В идеале я хотел бы 3 месяца подготовиться, как минимум. Но, к сожалению, это не получилось, что мы делаем все, что можем. Сейчас у нас неделя, и потом весь январь подготовка, и в февраль мы уже уходим в путь, в экспедицию. Вот, и сейчас мы, конечно, находимся в Ючугее, сейчас декабрь. По времени у нас сейчас не получается совсем, то есть вот у нас вот сейчас костюмы Ice Indigo, они специальные как бы костюмы для экстремальных условий мира. Потому что для меня вот было бы 3 месяца, я нашел бы вот всю одежду, попробовал бы. К сожалению, все варианты, они обычно одинаковые. То есть Ice Indigo это костюм, который как бы новая система, и мы вот должны попробовать, действует оно или нет. Потому что хорошо тебе человек рассказал, как оно работает, и вот как вся система, там, вот что должно быть, вот наука. Но практика это совсем другое. То есть я вот Дугайдан решил, что мы сейчас поедем сюда, где минус 50, минус 60 точно будет, оденем костюм и все проверим. Вот. И сейчас у нас буквально, скажем, неделя здесь только. Хотелось бы побольше, но для меня самое важно понять, как быстро мой организм адаптируется к холоду, потому что это дело непростое. И от этого мы уже подготовим как бы вот январь, чтобы мы наперед знать, что нужно, что не нужно, и как быстро мы все это можем сделать. Потому что за месяц подготовиться это очень мало времени. 3 месяца, на которые мы располагали, и так было мало. Но это как бы по мерам Дугайдана, что так 3 месяца, говорят, 5 месяцев было бы хорошо, 3 месяца это мало, но месяц это очень мало. То есть нам за месяц как-то надо там ориентироваться. Ну, у меня есть, скажем, как чит-коды в форме Дугайдана и Семена Винокурова, вот это его отец, которые имеют там огромный опыт жизни, и мне дают доступ к этому. Все это мне сокращает огромную часть времени. Но по-любому организм все-таки способен только на какие-то вещи, и он нужно сам по себе тоже к этому подготовиться. То есть, это мы сейчас все узнаем и располагаем вот начало февраля, это будет старт экспедиции с полюса холода до Лондона на якутских лошадях. В путь поеду я и Дугайдан Винокуров. У нас будет по 2 якутские лошади, на весь путь мы их не меняем, и вместе пройдем диапазон больше, чем 100 градусов по Цельсию. 15 тысяч километров. Это первая в истории такая экспедиция. Вот. И будет очень интересно, потому что для меня это впервые на лошадях, и я еду, скажем, от дома Дугайдана к себе домой, а он едет от себя домой ко мне домой. И мы вместе будем узнавать и открывать как бы Евразию. Якутская лошадь – это, по моему мнению, и по мнению, скажем, самых опытных наездников, самая уникальная порода лошадей на нашей планете. Во-первых, это единственная лошадь, которая живет при температурах минус 50, минус 60 зимой, в дикости. То есть она не находится там в каком-то теплом доме с одеялами, она просто ходит в тайге. Это единственная лошадь, которая переходит больше, чем 100 градусов в диапазон по Цельсию. Опять таких лошадей нету. То есть по градусам мы понимаем, что эта лошадь, она самая выносливая лошадь в мире. Не самая быстрая, не то самая выносливая. И самая уникальная поэтому. А от моего опыта как бы, на лошадях, в чем она отличается от других пород? Во-первых, болото. То есть по болоту, когда лошадь идет, она начинает тонуть.
И она пугается и дрыгается, пытается тебя скинуть. Потому что она сейчас потонет вместе с тобой, ты дополнительный вес, она тебя сбросит, она убежит. В Монголии это происходило очень часто. Болото было вот такое примерно, да. Маленькое-маленькое болото, лошади здесь заходили, они тонут, и всех сбрасывают, мы просто слезали уже и дальше пешком идешь, лошадь за тобой. Здесь я когда приехал в сентябре, в прошлом году, болото вот такое, ну там по груди лошади, и она весь день спокойно ходит. Я сначала увидел, думаю, они сейчас через час устанут. Мы там 43 километра прошли, лошади вообще без проблем ходят. Я думаю, ничего себе. И видно вот по суставам, например, вот суставы лошадей якутской породы, да, намного крепче. То есть вот у монгольских лошадей ножки тоненькие. По степям двигаются, по горам. У якутских лошадей у них вот мощные ноги. Реально мощные. Видно, что суставы намного сильнее. Я думаю, потому что летом они вот по болоту вот так постоянно поднимают ноги. И зимой также по снегу ходят. Вот. Потом зимой у них 7 месяцев, где они спят стоя. Потому что температуры такие холодные, да, они не ложатся спать. То есть вот стоя спят, постоянно сами себя как бы кормят тоже. То есть они, скажем, дикие лошади. Ездовые наполовину дикие. То есть от этого они как бы уже привыкли. И с какой-то стороны, я вот часто говорю, что якутские лошади как-то похожи вот на народ Саха. Они совмещаются, потому что условия здесь очень экстремальные. И вот так же, как лошади способны на многое, вот народ Саха тоже способен на многое. Это вот очень интересно, как бы, что вот эта конная культура, она так отражает друг друга, скажем, лошади и коневоды, и даже люди. Потому что здесь вот условия, они как бы выводят самых лучших людей, скажем так. И вот это гостеприимство, которое вот Дугуйтан мне показал, это было самое как бы, первое, что я заметил. Потом как все остальные люди, с которыми я здесь встречаюсь, особенно в тайге, которые просто тебя принимают, как будто ты часть, скажем, огромной семьи, это очень уникально. И лошади, они, ну, многие чем отличаются от других лошадей. Но самое главное, как я сказал, что вот по выносливости это физически, а по характеру у них характер дикий. Если ты сядешь на якутскую лошадь, как ты садишься там на монголскую, у тебя будет очень много проблем. Вот, например, я когда вот сажусь, вот Дугуйдан мне надо все как бы подчеркивает, скажем. То есть я сбоку подхожу, потому что в Монголии стремена посередине висят, и ты заходишь с левого плеча лошади, да, ну, подходишь сбоку, скажем так, и залезаешь. Вот так. Якутский лошадь ты подходишь спереди, стремена спереди, и у тебя есть буквально там 3 секунды, ногу засунул, перепрыгиваешь. И вот я думаю, вы увидите, вот когда Дугуйдан залазит на лошадь, вот как быстренько он это делает. Когда я залазил на лошадь якутскую, я еще должен думать, так, ага, куда нога идет, как здесь, где здесь держаться, там, непонятно. Потому что у меня привычка уже другая совсем. Ну, опять надо понимать, что их лошади действуют по своим, как бы, привычкам. И если вот Дугуйдан мне объяснил, если ты вот лошадь стоит, ты сбоку подошел, она сдвинулась, и теперь можешь тебя пнуть. Ты сейчас запрыгнешь, она пошла. А если спереди ты залезаешь, и лошадь двигается, ты с ней идешь. И это все от природы зависит. То есть они вот лошади такие, они вот поняли, ага, надо так их оседлать. Поэтому надо учиться всему этому. То есть какой у вас опыт есть или не есть, забудьте про это, если в республике, да. Просто учитесь от коневодов местных, они вам покажут, и тогда вам будет намного легче.